понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, Крым! Доброе утро, Крым! Это Радио Крым Реалии. 9:38 по местному времени, 8:38 по Киеву. С вами снова Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии. Следите, кстати, и за нашими соцсетями, смотрите в Ютубе. Мы начинаем. Крым в центре внимания. Итак, с утра сегодня говорим о попытке российской прокуратуры Крыма через суд запретить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Что это означает? Мы об этом поговорим с первым заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Нариманом Джелялом и российской правозащитницей Александрой Крыленковой. Кроме того, крымский адвокат Эмиль Курбединов расскажет нам последние подробности уголовного дела, так называемого 26 февраля. Мы начинаем нашу программу. Передо мной документы. Это иск на 10 страницах, который передала Наталья Поклонская, российский прокурор Крыма, и в котором она просит суд запретить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Попытаемся разобраться в этом вопросе, поскольку, насколько мне известно, сам по себе Меджлис — это не только те 30 членов, которые указаны на официальных страницах, это еще меджлисы региональные, это меджлисы сельские, это меджлисы поселковые и так далее. То есть это может касаться огромного количества людей, которые либо сейчас принимают участие в самоуправлении крымско-татарского народа, либо когда-то принимали участие. Итак, с нами на связи Нариман Джелял. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вы сейчас замглавы Меджлиса крымско-татарского народа, первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Как вы считаете, это дело, которое сейчас подготовила Наталья Поклонская, российский прокурор Крыма, к чему оно может привести? Естественно, судя по тем документам и аргументам, которые приводятся, говоря о желании запретить Меджлис, власти пытаются обобщить. И говоря Меджлис крымско-татарского народа, имеют в виду всю систему нашу, Курултай Меджлис, которая, как вы уже упомянули, включает огромное количество представительских структур разного уровня. Вместе с тем, согласно нашим внутренним положениям, Меджлис крымско-татарского народа — это конкретный избранный орган, избранный нашим национальным парламентом Курултаем в составе 33 человек. То есть, если говорить о запрете, именно его, то только именно он может быть там запрещен, ограничен в какой-то деятельности и так далее. Но понятно, что если такой запрет будет принят, различными методами будет ограничиваться или препятствоваться деятельности вообще любых представительных структур. Я думаю, вот таким образом они это видят. Хорошо, чего они в результате добиваются? Для того, чтобы, вот я сейчас процитирую предположение Айдара Муждабаева, что все, кто проявляет какую-то активную позицию, вынуждены будут уехать из Крыма, то есть это такая, по сути, добровольно-принудительная депортация из Крыма, а остальные будут бояться просто открыть рот? И в частности этого, потому что мы уже проходили с 2014 года, из Крыма уехало огромное количество людей активных, это журналисты, общественные деятели, это часть бизнесменов, люди, на которых оказывали определенное давление, или которых проглядывалась перспектива, что с ними могут произойти какие-то действия негативного характера, и они решили покинуть Крым. Некоторые не покидали, как Ахтемчигус остались и находятся в СИЗО. В данном случае тоже будет некая подобная ситуация. То есть, если организация называют экстремисткой, то, соответственно, любой, кто будет от ее имени что-то пытаться сделать, будет объявлен уже персонально экстремистом. И, соответственно, в отношении него там есть санкции Уголовного кодекса. И в данном случае человек, если он хочет продолжать выражать определенную позицию, в данном случае позицию Меджлиса крымско-татарского народа, он уже должен быть готов нести наказание или будет вынужден уехать. То есть в любом случае власти будут, скажем так, убирать людей, которые в Крыму пытаются все-таки выражать определенные политические взгляды. Поклонская ссылается на
решение Курултая 1991 года и говорит, что еще там были положены какие-то, ну, зачатки начала, да, якобы экстремистской деятельности. Более того, в этом документе, который она передала, я так понимаю, в том числе и вам, указывается, что поскольку речь идет о людях, объединенных по одному принципу, то есть крымско-татарский народ, это якобы может ущемлять интересы других граждан. Насколько это обоснованная позиция? Вы вчера вечером написали, что много юридических неточностей в этом документе. Можете объяснить? Да, на самом деле очень много глупостей, можно сказать, вот таким образом а, содержится вообще вот в документах, в некоторых позициях, скажем. Это такое отношение, оно не новое. Такие люди, которые вот, как госпожа Поклонская, думают в отношении крымско-татарского народа или вот представительных структур, они были и раньше, есть и сегодня. Но вы знаете, на мой взгляд, любой здравый человек понимает, если кто-то объединяется на основе религиозного, там, я не знаю, расового или национального какого-то признака, это же не означает сразу, что это несет угрозу кому-то, чему-то и является экстремистом, там, фашистом и так далее. Да, были в истории примеры, когда таким образом и происходило. Есть такие примеры и в современной России. Огромное количество организаций, которые откровенно можно назвать фашистскими. Но нужно смотреть, что делает эта организация, какие цели пропагандирует и так далее. Мы всего лишь, объединяясь по национальному признаку, заявляем о своем желании воспользоваться правом на самоопределение, которое зафиксировано в международных документах, стремлением восстановить попранные в результате депортации, геноцида 1944 года свои права, возродиться, развиваться и так далее, и так далее. Какую Ну, угрозу по сути, при этом мы вы можем- апеллируете в том числе к положениям ООН о правах коренных народов, насколько я знаю. Да, конечно. Мы исключительно всегда, Крымско-татарское национальное движение, Меджлис и Курултай всегда базировали свою деятельность исключительно на международном праве и на нормах законодательства той страны, в которой мы проживали. Долгое время это была страна Украина. Сегодня все эти же нормы действуют и в российском государстве, но просто кому-то из каких-то соображений хочется превратно толковать те или иные положения Поклонская, извините, в наших документах. Поклонская также объясняет свой иск тем, что якобы в последнее время в ее ведомство поступают обращения от крымских татар с просьбой признать противоправной и провокационной деятельность незарегистрированного в России Меджлиса крымско-татарского народа, и именно поэтому она якобы хочет просит суд признать организацию экстремистской. Что это за представители крымско-татарского народа, которые якобы жалуются Поклонской? Ну, вы знаете, мы этот документ опубликовали, это 5 организаций, это, пусть каждый сам оценивает. Это люди, которые там объединили вокруг себя несколько человек, и в попытке быть, не знаю, популярными, приобрести что-то там и так далее, они проводят определенную политическую деятельность. Никакой поддержки среди крымско-татарского народа они не имеют, там небольшое количество у них людей, это вот и Крым-Бервиги там упомянуто, еще какие-то. То есть вы видите, то есть там абсолютно какие-то там местные организации и так далее, и так далее. Кстати, Осман Пашаев, журналист... Люди... Секунду. Осман Пашаев, журналист, написал вчера в Фейсбуке, что даже те, как он их называет, правильные крымские татары, которые сейчас поддерживают деятельность российских властей в Крыму, все равно в своей биографии, в своих биографиях в основном имеют, строчки «делегат Курултая» или там заместитель главы Меджлиса или депутат Меджлиса и так далее, член Меджлиса. Не боятся ли эти люди, что к ним тоже могут быть применены какие-то санкции? Или лояльность их обеспечит? Я думаю, что всегда им найдут возможность выйти, то есть откроют заднюю калитку. Это вопрос в первую очередь к ним. В данном случае даже не хочу этого комментировать, потому что и эти люди пытались в свое время попытаться интегрировать Меджлис в систему такой общественно-государственной системы в России.
и большинство членов Меджлиса, делегатов Курултая, не дали этого сделать, стремясь сохранить Меджлис как свободный представительный орган, свободный от какого-либо принуждения. Только, скажем так, не свободный от мнения, собственно, самих крымских татар, которые его избирали. И они продолжали оставаться членами Меджлиса, хотя мы много раз советовали им покинуть орган. Как они поступят в данном случае, честно говоря, пусть сами думают, мне абсолютно это не интересно. Самое главное, нужно понимать, что Меджлис крымско-татарского народа – это не только структура, это идея, это символ определенный, это набор каких-то конкретных действий. И такими прямыми, грубыми запретами ничего не поменяется, потому что национальное движение, оно всегда находило те или иные формы, которые соответствовали конкретному моменту истории, конкретным действиям власти, и в итоге все равно проходило этот промежуток истории. Я думаю, будет и в этот раз точно так. Я понял, спасибо огромное. Первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял был с нами на связи, и у нас еще на связи российская правозащитница Александра Крыленкова. Она сейчас находится в Крыму. Александра, доброе утро, слышите ли вы нас? Доброе, здравствуйте. Вы правозащитник. Можете как-то прокомментировать эту идею или иск, скорее, который подала российский прокурор Крыма Наталья Поклонская, и в котором она просит суд признать экстремистской деятельность Меджлиса крымско-татарского народа? По сути, в основополагающих документах, в том числе в Конституции Российской Федерации, Российская Федерация названа демократической страной. Меджлис — это выборный орган, это тоже демократический орган, и так запрещать действия такого огромного количества людей или приравнивать их к экстремизму, насколько это возможно в правовой системе, прежде всего, Российской Федерации? В последнее время все труднее комментировать ситуацию, то, что процессы, которые происходят в Крыму, и всяческие действия властей тут, но в первую очередь надо сказать о том, что в России сейчас очень все чаще оказывается, что обвинения в адрес разных объединений выдвигаются как в адрес организаций. Да? Это касается нежелательных организаций, организаций в форме иностранных агентов и так далее. Почему-то власти начинают обвинять разные объединения людей, связанных совершенно по другим принципам. Бывают движения, бывают представительные органы, бывают самоорганизации и так далее. И почему-то в последнее время все чаще такие обвинения выдвигаются в адрес таких объединений. Что, собственно, сделали власти в Крыму, то есть они выдвинули обвинение, и Поклонская подала в суд на Меджлис, который не является организацией. Об этом я считаю, что надо говорить в первую очередь. То есть Меджлис, по сути, не является организацией, не является юридическим лицом в правовой системе Российской Федерации. Но мы же понимаем, что, по сути, под строки положения этого иска, и вполне возможно будет принято соответствующее решение, подпадает не только 33 человека, которые входят в главный, так сказать, Меджлис крымско-татарского народа, но и все члены народных, городских, я не знаю, поселковых, сельских меджлисов. То есть это может коснуться очень большого количества людей. Что делать этим людям, по-вашему? К сожалению, это может коснуться каждого, как, собственно, и все предыдущие репрессии в отношении как крымских татар, так и украинских активистов и других жителей Крыма за последние 2 года. Окей, так, я напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Еще раз напоминаю, 8 800 169 26. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программы, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы. Мы оставляем на линии правозащитницу и переходим к следующему вопросу, поскольку он тоже непосредственно связан в том числе с иском, поданным против Меджлиса крымско-татарского народа. Там упоминается, в этих документах упоминается так называемое дело 26 февраля. Давайте сейчас вспомним, что это за дело, и, соответственно, продолжим обсуждение. 100 слов по теме.
26 февраля 2014 года под крымским парламентом собралось несколько тысяч человек. В этот день состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоящих им активистов партии «Русское единство». Организаторами мероприятия выступили Меджлис во главе с Рифатом Чубаровым и партия «Русское единство» во главе с Сергеем Аксеновым. В результате столкновения между митингующими погибли 2 человек. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Один из активистов Ахтем Чийгоз был задержан в ходе допроса в Крымском управлении Следственного комитета Российской Федерации 29 января 2015 года по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. Кроме Чийгоза были задержаны крымско-татарские активисты Мустафа Дегермеджи, Али Асанов, Искендер Кантемиров, Талят Юнусов, Искендер Эмирвалиев, Искендер Небиев. Ждут приговора под стражей 3 из них – Чийгоз, Асанов и Дегермеджи. Изначально Ахтема Чийгоза задержали до 19 февраля 2015 года. Однако срок ареста неоднократно продлевали. В январе этого года группа обвинителей во главе с российским прокурором Крыма Натальей Поклонской обвинила Ахтема Чийгоза в совершении преступления по части 1 212 статьи Уголовного кодекса России за организацию массовых беспорядков с причинением насилия и уничтожением имущества. Остальным инкриминируют участие в беспорядках. Данное дело адвокат Чийгоза Николай Полозов назвал, цитирую, «еще одним делом украинских политзаключенных, преследуемых российской властью». 100 слов по теме. А я напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Мы сегодня говорим о новом иске, который подала российская прокурор Крыма Наталья Поклонская, в этом иске она просит признать Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией. И с нами на связи сейчас российская правозащитница Александра Крыленкова, и к нам подключился крымский адвокат Эмиль Курбединов. Мы сейчас обсуждаем также дело 26 февраля. На это дело тоже ссылается Поклонская. Доброе утро еще раз, коллеги. Какова перспектива этого дела? Известно, что дело судом отправлено на уточнение. Можете объяснить, Эмиль, что это за уточнение? Слышите? Алло. Да, слышим вас. Прошу. Да, доброе утро. Речь идет об уточнениях, в частности, непосредственно действий, которые, например, совершал Ахтем Чийгоз, и других неточностей. Так, например, количество свидетелей и потерпевших не совпадает, самих материалов дела не совпадает с количеством свидетелей и потерпевших, собственно, в самом обвинительном заключении и так далее. Суд усмотрел в этом препятствия для дальнейшего рассмотрения, и уголовное дело было направлено в прокуратуру. В свою очередь, прокуратура может отправить его опять на доследование. То есть, в общем, вот так. Хорошо, это же, то есть эти недоработки, означает ли это, что дело разваливается, или, например, второй вариант, что собираются как можно дольше тянуть это дело и таким образом содержать под стражей обвиняемых или подозреваемых, если совсем точно. Каковы задачи сейчас у прокуратуры, как вам кажется? Я гадать не буду. Я, например, вижу и положительные стороны в таком решении. Во-первых, все-таки ходатайство защиты было удовлетворено, и действительно суд усмотрел определенные нарушения, неточности в досудебном расследовании. На мой взгляд, это положительная тенденция. Конечно, этим можно воспользоваться и отработать какие-то неточности и ужесточить определенные моменты в этом деле. И это может быть. Однако я склоняюсь к тому все-таки, что это положительная тенденция, и считаю, что это... скажем так... Положительная тенденция. Хорошо, я напомню, это с нами на связи Эмиль Курбединов, крымский адвокат, и с нами все так же на связи Александра Крыленкова, российская правозащитница. Александра, почему вы считаете дело 26 февраля репрессией? Развивалось до сегодняшнего дня, и то, каким образом суд рассматривал любые ходатайства защиты, любые позиции защиты и так далее, позволял говорить о том, что суд не принимает во внимание вообще никаких доводов. И это, во-первых. Во-вторых, уже сам факт того, что суд рассматривает дело по ситуации, произошедшей даже по российским
по российским законам, российским представлениям на территории Украины с украинскими гражданами и в отношении украинского общества, да, не в отношении там какого-нибудь человека или персоналя, а в отношении украинского общества, то сама постановка вопроса очень странная. Сама постановка вопроса очень странная. Ну что ж, спасибо. Пытались сегодня утром обсудить два важных дела. Это дело 26 февраля, собственно, дело о митингах, которые происходили в то время, когда даже по закону Российской Федерации Крым признавался украинской территорией. Но сейчас за участие в митингах того дня судят нескольких людей. И пытались обсудить перспективы иска, который подала российская прокурор Крыма Наталья Поклонская. В этом иске она просит признать экстремистской деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Напомню еще раз, что Меджлис — это не только те 33 человека, которые входят в высшую часть Меджлиса, это еще и представители поселковых, сельских, городских меджлисов, районных меджлисов. То есть, по сути, это может касаться огромного количества людей. Цитируя Айдара Муждабаева, журналиста, Меджлис — это не несколько человек и даже не несколько десятков. Это огромное количество людей, живущие по всему Крыму, в каждом городе, районе, поселке, селе, микрорайоне. Все, кто так или иначе задействован в системе выборного крымско-татарского самоуправления. Еще у них есть супруги, дети, родственники, соседи, сослуживцы. Таким образом, речь идет практически обо всех крымских татарах. Напомню, это мнение журналиста Айдара Муждабаева. Мы же должны заканчивать нашу программу. Не забудьте прослушать сегодняшний вечерний выпуск. Его будет вести Александр Янковский. С вами же был Павел Новиков. Услышимся, как обычно, на волнах, радио Крым Реалии. Пока-пока.